рәхим итегез, кадерле дуслар, безнең иебезгә. Вот мы заходим на территорию татарского подворья. Я представляю вам транспортное средство всех татар в деревне. Это арба, пожалуйста, посмотрите. Это также было привезено из Республики Татарстан Нижнекамским районом. Любой татарин без птицы, без скота не представляет своей жизни, особенно если мы говорим о деревне, о деревенском ауле, о деревенской усадьбе, так скажем, подворье. Это скотный загон. Здесь как бы находились в стойле и кони, и коровы, и овцы, и та же птица. Обратите внимание на узор, у нас все буквально домики, все элементы татарского подворья сделаны, украшены татарским орнаментом, и я думаю, от этого оно еще только более привлекательно и для зрителя, и для самого хозяина. Колодец. Естественно, любой человек не может обойтись без воды. А как без колодезной, чистой воды обойтись в хозяйстве? Ну, мы подходим к основному элементу татарского подворья. Это, конечно же, изба. Татарская изба, которая представлена здесь, конечно, вы видите на окнах, наличники, то есть вот такие очень красиво оформлены вот этой резьбой. И прям достойно. Я думаю, что это изба именно такого зажиточного татарина, который действительно вот оформил так замечательно, так красиво и профессионально свой дом. Татарская национальная кухня очень богата своими национальными блюдами. Здесь представлена лишь небольшая часть наших татарских блюд. Блюдо чак-чак, я думаю, это блюдо всем известно. Это наше древнее традиционное блюдо, которое подается на самые большие, самые значимые праздники. Ну и, конечно же, в первую очередь, это свадьба. Естественно, традиционно не обойтись без различных добавок к чайному столу. Это и мед, и ромщик, ну и, естественно, различные варенья, ягоды. И, пожалуйста, стол чайный готов. Матур туган илем, шин күңелдән сине мин яратам. Себер, тугыбыз кел җирем, йөрәгемнең уртасында ята.